Следователи устанавливают обстоятельства гибели 3 человек, которые по предварительным данным погибли от отравления угарным газом в Якутии. Мужчина и женщина погибли в Нерюнгри, еще одна в Мирном. Вечером 9 декабря следователям в Нерюнгри поступило сообщение об обнаружении тел 35-летней женщины и 30-летнего мужчины в салоне машины. Автомобиль находился в боксе гаражного кооператива. При осмотре места происшествия и тел не обнаружили признаков насильственной смерти. Вечером 10 декабря в гараже в Мирном обнаружено тело 39-летней женщины рядом с машиной. В помещении гаража присутствовал резкий запах выхлопных газов. Признаков насильственной смерти на теле женщины не обнаружено, говорится в сообщении Следственного комитета. Отмечается, что для установления причин смерти погибших проводятся судебно-медицинские экспертизы. При этом следователи не исключают возможности их гибели вследствие воздействия угарного газа от работающих двигателей автомобилей. Меховые изделия с нарушениями обязательных требований к маркировке на общую сумму более 25 миллионов рублей изъяли в магазинах Якутии. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону. По результатам проведенных проверок проинспектировано более 3000 единиц меховых изделий. Из них выявлена реализация 509 единиц изделий с нарушением маркировки и отсутствием контрольных идентификационных знаков на сумму более 25 миллионов рублей. Материалы по нарушениям были переданы в суд для принятия решения о конфискации. Отмечается, что, согласно закону, продавец обязан своевременно предоставить потребителю необходимую и достоверную информацию о товаре. При этом в маркировке, помимо информации о производителе, должны быть указаны вид меха и его обработки, символы и инструкция по уходу за изделием. Информацию наносят на изделие, этикетку или товарный ярлык. Маркировка и информация должна быть предоставлена на русском языке. Женщину осудили за незаконную регистрацию 34 иностранных граждан в Якутии. По сообщению МВД, мировой суд привлек подсудимых к денежному штрафу в размере 25 тысяч рублей. Также в ходе расследования дознаватель выделил в отдельное уголовное производство факт изготовления трудового договора с признаками подделки. Предварительно установлено, что владелица квартиры для оформления фиктивной регистрации представляла в соответствующий орган поддельные трудовые договоры с иностранными гражданами. Уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печати или бланков» находится на стадии расследования. Черный седан BMW в пятницу днем протаранил участников акции протеста против иммиграционной и таможенной полиции в США в центре Манхэттена. По предварительным данным, пострадали 6 человек, погибших нет. По словам свидетелей, машина внезапно набрала скорость и въехала в толпу пешеходов и велосипедистов на пересечении 39-й улицы и 3-й авеню. Местные издания пишут, что они проводили акцию в поддержку мигрантов, устроивших голодовку из-за незаконных арестов. На кадрах видно, как стражи правопорядка задерживают 52-летнюю рыжеволосую женщину, которая находилась за рулем автомобиля. В салоне также была еще одна 29-летняя женщина. Обе они находятся в участке и дают показания. Их имена и мотивы не называются. Кроме того, полицейские задержали одну из участниц акции протеста. Она хотела помешать работе медиков, пытавшихся помочь раненым. Всем пострадавшим оказывают помощь в соседних больницах. Ни у кого из них нет тяжелых или опасных для жизни травм.